ندوس على المخاطر والصعاب وجئنا والحتوف مشمرات وليس هنا. Тот, который запрещает нововведение, это не тот, кто разделяет умму, но тот, кто привносит нововведение, именно такой становится причиной раскола уммы. Потому что призывать людей к сунне – это на самом деле призывать их к единству, потому что я должен придерживаться сунны, он должен придерживаться сунны, вы должны придерживаться сунны посланника Аллаха, но если я добавлю что-то, ввожу что-то, то ты не обязан следовать за моим бидаатом, ты не обязан следовать. Тот последует за тобой, другой не согласится, а это приводит к расколу. Видите, что является причиной разделения? Причиной раскола является не реформатор, призывающий людей поклоняться одному лишь Аллаху, без ширка. Поклоняться Аллаху согласно пути поклонения посланника Аллаха, мир ему и благословение. Давайте перейдем к очень важной основе. Я хочу, чтобы вы слушали буквально каждое слово. И было бы здорово, если бы вы вооружились ручкой и тетрадкой, чтобы записывать наиболее важные заметки. Но хвала Всевышнему, поскольку эта лекция записывается, иншаллах, вы сможете сделать это после этого. Однажды нас спросили: «Сегодня день рождения пророка. Вы собираетесь отмечать этот день?» Я ответил: «Мы отмечаем сунну пророка 365 дней в году. Каждый день мы отмечаем его сунну. Прошу прощения, не каждый день, а каждый миг. Во всех проявлениях нашего поклонения мы празднуем сунну пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Но есть что-то, чего мы не отмечаем». Он спросил: «Что?» Я говорю: «Мы не празднуем день рождения пророка». Почему? Потому что пророк этого не делал. Ведь он не отмечал свой день рождения, он не делал этого. И его сподвижники этого не делали. Что теперь вы скажете, что сподвижники были ваххабитами? Они не делали этого. Это единственная вещь, которую я не делаю. Все, что пророк не делал, я не делаю. Есть один человек по имени Али Джифри, Хабибуль Джифри. Я слушал его буквально вчера. Я смотрел его видео на ютубе, где он говорит: празднование дня рождения пророка – это из возвеличивания и почитания обрядов Всевышнего. Я воскликнул: какая наглая ложь! Кто сказал тебе, что это обряд? Разве Аллах сказал, что это обряд? Разве пророк сказал, что это обряд? Не будь лжецом! Знаете, почему они говорят, что есть хорошее и плохое бида? Знаете почему? Я скажу вам почему. Это секрет, никому об этом не говорите, это тайна. Потому что они последователи суфизма, они последователи науки калям. Они скажут вам, что всякая бида – это заблуждение, это значит, вам придется запретить весь их суфизм. Накшубандийские, шазилийские, джилянийские, сахарвардийские и тому подобные тарикаты. Тысячи суфийских направлений под одним зонтом, название которому суфизм, и в них множество культов и сект. Как это может помочь объединить всю умму? Скажите мне, пожалуйста. Я говорю от всего сердца. И когда я говорю от всего сердца, ища довольства Аллаха Пречист Он Всевышний, я чувствую поддержку от Аллаха Пречист Он Всевышний, который дает силы говорить. Я чувствую счастье. Вы знаете, что такое наука калям? Это установленный вид спора, своеобразный метод ведения дискуссий, который используется в спорах с неверующими с целью приведения их в ислам. Но я клянусь Аллахом, они это используют только для того, чтобы разделить умму, сами того не осознавая.